Назрановская мечеть встречает своих прихожан в это по-настоящему благословенное утро. Сегодня 10-й день Зулхиджа. Праздник Гурб – символ очищения и единения мусульман. Праздничные мероприятия проходят по всему региону. Я учусь в 5 классе, мне нравится эта школа. Она очень интересная, там кабинеты очень красивые, там кабинеты очень большие, новые школы. Но сегодня по всей стране отмечают еще и День знаний. Школы и вузы вновь открыли двери для своих учащихся и студентов. Внимание детям! На общероссийскую акцию по таким названиям провели сотрудники ГИБДД республики совместно с Назрановской районной администрацией. Вопросы разного характера, но по-прежнему остаются актуальные темы жилья, трудоустройства, материальной помощи. Расскажем о том, как идет подготовка к программе «Диалог с народом», сколько и какие вопросы уже поступили. Предстоящий матч как бы чуть принципиальный для нас, как-никак кубки мы чуть выступили в дополнительное время. А так дома надеемся выиграем все равно. Ангушт готовится к игре. Предстоит матч с командой «Спартак» из Нальчика. Добрый вечер, это новости 24. Один из двух главных мусульманских праздников – Гурб. Он завершает собой обряд хаджа. Помимо жертвоприношения, в праздник принято навещать родственников и давать милостыню нуждающимся. Но до этого, по традиции, утром верующие принимают участие в коллективной молитве в мечети. Юсуф Гелесханов расскажет подробно. Ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник, мир ему и благословение Всевышнего. Такими словами Назрановская мечеть встречает своих прихожан в это по-настоящему благословенное утро. Здесь собираются сотни мусульман для совершения суннат-намаза. Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, является одним из двух великих праздников мусульман. Магомед Бекмурзиев спешит в мечеть, где в это время все собираются на праздничный коллективный намаз. В этот день для него, как и миллионов мусульман по всему миру, важно совершить больше добрых деяний, попросить Всевышнего о прощении и встретиться с родными, близкими и друзьями. Поддержание родственных уз также высоко чтится Создателем в этот день. دو أجدر بين نخدق بخور ساق أجدر مسك نختار كل در شلوات شدير باق مال بلوش هم ده وزر وان شلت حقته خنا رز بدل غرب دي حشق وسه إزدا هيدي قارز بدي واحد حشق ودال أندله. Перед тем, как встать на намаз, для прихожан мечети есть несколько предписаний. Коллективное чтение Акбара и Тасбиха заставляет каждого присутствующего здесь уйти от мирского и приблизиться к возвышенному и святому. Один из главных аспектов пребывания в мечети – слушание проповеди имама, который рассказывает о значимости и правилах совершения одной из основных сунн пророка. Да благословит его Всевышний и приветствует. Сегодня у мусульман два праздника – Пятница и Гурб. Верующим, проведя обряд, следует вернуться в мечеть для совершения уже обязательной пятничной молитвы.
История праздника берет начало с прародителя человечества пророка Адама, мир ему. Богословы цитируют священные строки Корана, каждый год рассказывают нам историю пророка Ибрахима, мир ему, который по приказу Аллаха в знак покорности ему должен был принести в жертву своего сына Исмаила. Убедившись в искренности и покорности Ибрахима, Всевышний Аллах в самый последний момент не спаслал из рая для заклана животное. عالما إعلخن ويتاش ويبيغمرقة فصلي لربك وانحر لامز دي عيد لامز غربن أصحقن دال دي أمر ده بيغمرق دي أمر قواشش ديش آرديان از أمر ويجي ده يرى عيد داد دوي أوزر آرديالش غرباش داد دوي از غربا أدر أس دوقا مسكش ناهاد عقاشيد سو غربا خوزق در ديكا دو داق چند بولجا دو داق ساغين علي الدرس مسكش ناخ علي الدرس حش بيخ الدرس ويقرقل نخبوش دعوة الدرس شو غرب دي هوا شو دي غرب دي يجوا تخن تدوا اشت وسكت دات غرب عايز شلون وعبق اشتغل بو اشناخ اشت مسني غرب دي شون دا قابل دول دا غرب يخو دري ماش موجود بوجود ريتو بين دا داخل ليله ديك في هذا. Что же касается животного на гурб, это могут быть также верблюды, коровы, козы, но в республике чаще всего покупают баранов. Обряд проводится с соответствующим намерением и соблюдением определенных правил. Мясо делят на 3 части. Одну оставляют для себя, 2 другие раздают малоимущим в качестве милостыни. Гурб совершают на протяжении 3 дней. Совершив коллективную молитву и получив наставление от имама, верующие направляются на кладбище, дабы посетить могилы родных и близких. Вслед за чем наступает время для обряда жертвоприношения. Сегодня 10-й день месяца Зуль-Хиджа, который также знаменуется окончанием паломничества к 2 святыням мусульман и завершением хаджа. Юсуп Гелисханов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Мусульман страны поздравил президент России Владимир Путин. Цитата. «У этого праздника, знаменующего окончание паломничества мусульман к святым местам, уникальные, пришедшие с глубины веков традиции, напоминающие о крепких духовных корнях, преемственной связи поколений, в которых заключается мощная созидательно объединяющая сила российской мусульманской общины. Целостность умма всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Желаю вам счастья, добра и всего наилучшего». Также к жителям Ингушетии обратился и глава республики. Цитата. «Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас со священным праздником Гурб, Ид аль-Адха. Сегодня особый для всех мусульман день, который олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама, милосердие, доброту, сострадание, воспитывает уважительное отношение к истории, обычаям и заветам предков. Жители Ингушетии, как и миллионы мусульман России, с богобоязненным трепетом ожидают этот прекрасный и щедрый праздник, вознося свои молитвы благодарения Всевышнему, в которых выражают свои надежды на мир, согласие, единение и счастье. Для каждого из нас эти священные дни великого праздника являются временем нравственного обновления, осмысления прожитого и зарождения новых надежд на будущее. Пусть этот светлый праздник упрочит наше единство, придаст нам новую созидательную энергию и вдохновит на дальнейший плодотворный труд на благо родной Ингушетии». Конец цитаты. Праздник жертвоприношения также знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, об этом мы уже говорили, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. В этом году из 70 регионов России хадж на Святой Земле совершает более 23 тысяч мусульман, в том числе около 1000 жителей Ингушетии. Накануне паломники взошли на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершили символическое кидание камнями в сатану и таваф, 7-кратный обход вокруг Каабы. При этом верующие произносят молитву, просят милости и прощения грехов. أو بعد داش بعد جبتنا ندال بمخ حدا تودو باش برتا تو بولبي إيماج إسلام جدا نيستول بي دال دي هنا وكينغ لا تو بول مخر تو بول برتا أبو يغ يغز برتا تو بول إسلام شو إيماج شو دال بيقول بيق نيست دال نيستول بي
دال دوت أش ساعة سديان دال شقيت بزي مغج مياشتو اليوم دوتشو يردو بركة وار خلتشو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Нашему корреспонденту Руслану Албагачиеву посчастливилось в этом году совершить хадж. Он не только выполняет один из столпов ислама, но и пытается рассказать всем нам, каково это – быть на Святой Земле. И вот его новый репортаж о том, как прошел день накануне, когда паломники отправляются на Арафат, где проходит главный обряд хаджа. 9-й день – это великий день, когда Аллах особенно щедр к своим рабам, и когда вечером того же дня Он с гордостью говорит своим ангелам о паломниках, стоящих на Арафате. Дорога нашего маршрута пролегает через долину Муздалифа. Пока тут только голый песок да камни, а вот ближе к закату солнца тут негде будет яблоку упасть. И вот остановка, конец маршрута и начало нового обряда. Размещение в палатке, женщины отдельно, мужчины отдельно, кондиционер, прохладительные напитки – все имеется. خدمتك جيرج دو أجداد آل حبيز مبر حكيش ملخ مرأة شي مضور رحم دو ديش دين حصر الصديقات وتشي جو خدمتك دو أش جوكل متك ميوخير صون خات أغزبار إرزدق أخيت صون حلقة اشتخيت ترسون ناخي ألش أخيت صون طبخات أبار ما فتك جات علي اللي يرجع خدمتك خني خدمتك بوس الموت سكو خزوا اختبال بزنديل عمل بحكاش حجل دا قابل دولت عمرك دا قابل دولت زير دا قابل دولت ديال قدي خاشن دال جوب لولت بوس الموت سكا بوس الموت ادما ايجاتشن خداك داتشن اجو متك ديك داريت الحمد لله ايجار تركو دي تريو سيسكي هارو نبركو الله Стояние на Арафате является самой основной частью хаджа. На это указывает и хадис пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Хадж – это состояние на Арафате. Этот элемент хаджа считается выполнен, если паломник хотя бы на один миг находился на территории Арафата 9 числа месяца Зуль-Хиджа. Изначально, когда я сюда собирался, естественно, у меня было огромное желание увидеть те святые места, которые побывал наш пророк Мухаммад, алейхиссалам. Соответственно, попросить, лучше сделать много дуа, чтобы простить свои грехи, попросить за своих родителей и, естественно, попросить за всех мусульман. В частности, за тех мусульман, где идут войны сейчас. И, в принципе, мне сегодня удалось дойти до горы, где называется гора Мольбы. Естественно, сделал много дуа. Я думаю, все равно этого мало, но будем дальше еще по ходу делать дуа и в Мекке. В полдень верующие из Ингушетии коллективно совершили две молитвы, полудневную и послеполуденную, сократив и объединив их. Затем приступает делать дуа, просить у Всевышнего прощения за грехи. Некоторые верующие отправляются к горе милости, хотя достаточно находиться в любом месте, главное на территории Арафата. يخرج شخص داخل وزر غلق وشخص ذا تغن جنة مو سكون قادو أجدش بيخرج بيقدر بيخرج ونخوش بدأ فضولش بين كان غير دوق قادو أجدش دوش زنبر وأخبر ذا قابل خدا نسلي حجوش. По пути к горе милости нашу съемочную группу не раз встречали обычные жители Саудии, которые раздавали прохладительные напитки бесплатно, просто ради Всевышнего. Верующие продолжают стояние на Арафате в течение всего светового дня, часто напоминание Аллаха, поднимая руки к небу и взывая о милости Всевышнего. Солнце опускается за горизонт, и на этом заканчивается наш обряд стояния на горе Арафат. Теперь наш путь лежит в долину Муздалифа, где мы проведем ночь и соберем камешки для следующего обряда. Руслан Албагачиев, Иса Хазботов, Новости 24.
С праздником жителей страны поздравил и премьер Дмитрий Медведев. Цитата. «Ума России бережно сохраняет свои многовековые традиции. В тесном взаимодействии с другими конфессиями, общественными организациями и государством она многое делает для поддержания мира и согласия, противодействия религиозной нетерпимости и экстремизму. Желаю всем российским мусульманам здоровья, благополучия и светлых праздничных дней». Конец цитаты. Но совершение религиозного обряда для малоимущих семей Ингушетии стало возможным благодаря помощи от главы Ингушетии. По поручению Юнусбека Евкурова в республике была реализована благотворительная акция по раздаче барашков. Охватили все населенные пункты региона. Те, кто находится в затруднительном положении, без труда и затрат смогли провести в этом году гурб, как полагается, в этот священный для мусульман праздник. Некоторым жителям животных привозили на дом. Этот день принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и милосердие к нуждающимся, пожилым людям и сиротам. Почти в каждом дворе идут мероприятия, связанные с праздником Гурб. Вся семья собирается за одним столом. Моя коллега Зарима Ивлоева побывала в гостях у главы администрации Саханиева. О том, как там отмечали семейный праздник, в следующем материале. Иса Ханиев более 30 лет посвятил педагогической деятельности. Став главой администрации родного поселения, любимое дело учитель не бросил. Он и сегодня прививает детям любовь к родному языку. А в свободное от работы время ухаживает за садом. Здесь и яблоки всех сортов, и разнообразие ягод. Ханиевы также выращивают бычков. Для такого особенного дня, как сегодня, соседи скидываются для совершения праздничного обряда и проводят его сообща. Пока мужчины заняты главным обрядом праздника, женщины накрывают на стол. Ведь какой праздник без застолья и посиделок с родными? Этот праздник укрепляет чувство братской любви всех мусульман. И здесь совсем не важно, родственники вы или просто соседи. Долго плакала, когда с Грозного переезжала. Думаю, таких соседей, как Грозно, у меня не будет. А у меня еще лучше здесь соседи. Я очень рада, мы очень хорошо живем, дружно. И всем желаем такого же счастья, как у нас. Дети тоже чувствуют особенную атмосферу. Сегодня повсюду много гостей и угощений. Подготовиться к важному дню самые маленькие жители улицы тоже не забыли. Аллахумма салли аля Мухаммаду ва аля аль Мухаммаду вассалим. Тем, кто держал обязательный пост в день Арафат до праздника Гурб, Всевышний обещал прощение грехов за этот и прошлый год. Поэтому праздник у мусульман ассоциируется с чистотой, искренностью и единством. Собравшиеся поздравляют друг друга и желают самого главного, чтобы Всевышний Аллах принял их благие деяния. هجموا بوصل بدنا غدلش غرب دي فرغتوا وين دال بيش حوس حق ينيوي هتشل تحق دال اشت بوصل بدنا غدلش دبخ دال واش دخل. Отрадно сегодня утром пришли, 9 часов собрались, даже в мечеть зайти невозможно было. Столько молодежи, я даже смотрел на них и радовался, что действительно наше подрастающее поколение воспринимает и чувствует, что такие праздники надо отмечать. Согласно канонам ислама, 2/3 части мяса нужно раздать родственникам и нуждающимся, а оставшейся частью желательно накормить свою семью. Ведь самое лучшее, что может сделать мусульманин, это проявлять мягкость и справедливость к другим. Зарима Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Еще один праздничный обряд провели в семье Плиевых. Глава семейства закупил сразу 3 барашка, по одному для каждого сына. Наш корреспондент Магомед Асканов побывал у своих сельчан и сейчас расскажет все подробно. Маленький Адам пристально наблюдает за каждым движением старших. Вместе с братьями Хасан с утра приступил к совершению праздничного обряда. Строгий, но заботливый отец большой семьи Руслан успевает проследить за всем происходящим и дать дельные советы сыновьям. Он по возможности каждый год проводит гурб у себя во дворе. На этот раз купил сразу 3 барашек, по одной на каждого сына. Праздник гурб для Руслана самый значимый из всех. Дал масни гурб ида дал кабул дал. Тахан му хоз барты болыш, чам болыш. Дада дал эту бакул бен. Дал могж мерш халдой. Тахан сашик анку улмеш киса ама квартире вахал магази саут эшк вах. Ижсан сахауз абал беауз метршки. Сарни цатши устабуш. Я гурб дигертш. С
هر شرع غرب ندو أحسن والدين شو سقط لسه غرب ثاني مسني وصل ناخ إيش تسقط لبو أن خدسون دال أتو باقو مسني يغرب دي باقو دال مجمع ماش هالدوي دال بركة ميشل هر وصل تسق موجة سقاسة. Все тонкости в проведении праздничного обряда сыновья Руслана знают еще с юных лет. Пока Плиевы заканчивают все хлопоты, на стороне улицы его двоюродные братья только начинают праздничный обряд. Глава семейства Магомед Плиев заранее известил тех, кто внес долю. Прежде чем приступить к обряду, первым делом читают аят Акбар. Магомед считает, что праздник Гурб приносит счастье в каждый дом и уносит все плохое. أواري مينجا ماشين تويت ديكر ديكي برزق إتسي أخت سجو حاقلي والجوش لامز دي جوجو تدل سعبيا إلش بقى والجوش سجو عليه الصلاة والسلام إلي يزرتسو وزن ده شرعت أمر داغت يري مارخي نو مارخي تشل دزا دي غربن عيد الشيء ده غربن ديش أسنا حياة جرسو ديش أسقوات أزل دال دز دير ودينا بوصلنا ديخر ده درس مسنين قنطير والري مسنين ديل إلشنجة ومتاووشام حتي والوزر قنطير آدم حوا حملة يوجد زرية والوزر هنياج دال لامز بسمه شو ديشاشنا حياخش دويك آدم حوا حملة يوجد شو زريتك أخيتم بجوسيخ دال لاتينشكا. За всем происходящим пристально наблюдают младшие. Для них пока, может, и не совсем понятно, но очень интересно, чем заняты старшие. А молодежь ловко и быстро исполняет поручения старших. Для тех, кто встал в долю, хозяйка дома Лида даже накрыла стол. Гости рады такому приему и поздравляют друг друга с благословенным праздником. Несмотря на то, что праздник продлится еще 2 дня, многие торопятся купить животных сейчас. Жители отмечают, праздник действительно сплачивает. В эти дни прощаются обиды, родные и близкие собираются за одним столом. Мусульмане верят, за совершенные в это время богоугодные деяния их ждет большая награда от Всевышнего. Магомед Асканов, Адам Долгиев. Новости 24. А вот благотворительный фонд «Тешим» предлагает жителям Ингушетии новый способ исполнения своего религиозного долга. Все, что нужно, это передать в фонд определенную сумму и дать разрешение волонтерам на совершение жертвоприношения. Все остальное благотворители сделают сами. Добавлю, что благотворительная акция продлится до 3 сентября включительно. Подробности у нашего корреспондента. Это обязательная процедура. Мужчина дает официальное разрешение представителю фонда на исполнение жертвоприношения от своего имени. После чего посетитель заполняет купон и выплачивает необходимую сумму – 8500 рублей. Мы берем стоимость одного бычка, это средняя стоимость, делим ее на 7 частей. И это получается примерно 8500, но туда же еще включены организационные расходы. Это пакеты, перевозка и так далее. Поручитель просто внес сумму, все остальное фонд сделает сам. Закупит животных, организует разделку и раздачу мяса малоимущим. Желающие смогут забрать 1/3 от своей доли для семьи. Акция на праздник Гурб проводится фондом в 4-й раз. Если в 2013 было пожертвовано 15 бычков, то в этом году волонтеры планируют поднять эту планку до 120 животных. Калой Калоев планирует совершить обязательный обряд через фонд во 2-й раз. Молодой человек уверен, что волонтеры лучше знают, кто в регионе нуждается в милостыне больше других. Потому в этом году привел с собой и коллегу. Это очень удобно, в первую очередь для тех, кто на госслужбе. Так как из-за занятости, тем более, как видите, я работаю в МЧС, у нас работа всегда загружена. И для меня прийти сюда, за полчаса оформить это дело, и заодно я выполняю очень важный религиозный обряд, это для меня очень удобно.
Главная цель всех, кто присоединяется к акции, получить довольство Аллаха и обрадовать малоимущих в день праздника. Потому организаторы подходят к этому мероприятию тщательно. В этом году Тешем заключил соглашение на забой бычков с мясокомбинатом «Эко-Муслим-Продукт». Современные технологии предприятия позволяют за сутки пропускать до 150 туш. Бычков разводят здесь же, заранее прививая от всех болезней. Сейчас мы проверили на нитрат, содержание нитрат. Нитрат показали почти 0. Там допустимый 200, а показал где-то 16, 0,16 показали. И все. А так проверяем, на сибирку проверяем, на туберкулез проверяем. Здесь же функционирует своя лаборатория, где проверяется вся продукция. А специальные пилы помогают разделывать мясо аккуратно, не оставляя осколков. Важны также и санитарные нормы, в которых будет проводиться обряд жертвоприношения. Все необходимые требования в мясокомбинате соблюдаются. Это мясо будет потом в пакетах привозиться сюда на базу фонда Тешем, в головной офис, где по расписанию каждый район или город может приходить, забирать эти пакеты. Здесь будут на местах волонтеры, которые будут содействовать и помогать фонду в том, чтобы это сделать более оперативно, более качественно. А пока волонтеры будут заняты организационными моментами, жители республики смогут приятно провести время. Уже по традиции в рамках праздника Гурб Тешем готовит большую развлекательную программу для детей. Аттракционы, бесплатные угощения и хорошее настроение волонтеры гарантируют. Желающим совершить обряд жертвоприношения через Тешем необходимо обратиться в офис фонда, адрес которого указан на экране. Также вы можете перечислить денежные средства на карту Сбербанка, но перед этим обязательно свяжитесь с организатором акции. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Благодаря своевременному реагированию и слаженным совместным действиям властей Ингушетии и Северной Осетии удалось предотвратить эскалацию конфликта в поселке Карца между жителями осетинской и ингушской национальности. Потасовка произошла в ночь на 1 сентября. Группа лиц в состоянии алкогольного опьянения заехала в село. Они стали нецензурно выражаться в адрес местных жителей ингушской национальности. Известно, что у правонарушителей при себе имелось оружие. Именно они спровоцировали драку, отметил заместитель руководителя администрации главы Ингушетии, начальник управления внутренней политики Муслим Яндиев. По его словам, в результате конфликта пострадали 2 ингушских ребят. Один человек получил огнестрельное ранение в ногу, его доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Второй, получивший ранение из травмата, от госпитализации отказался, уточнил он. Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии, представители силовых структур, глава пригородного района пообещали провести объективное расследование произошедшего и наказать зачинщиков, невзирая на их национальную принадлежность. Конфликт был исчерпан благодаря принятым совместным мерам. Муслим Яндиев считает, что действия зачинщиков конфликта можно расценивать как провокацию перед выборами в Северной Осетии, направленную против местных властей. Но власти 2 регионов не допустят подобных провокаций, от кого бы они ни исходили. Он подчеркнул, что между властями 2 регионов достигнута договоренность о сотрудничестве. Информации о ходе расследования планируется также проведение ряда совместных встреч для обсуждения мер по недопущению подобных инцидентов. Подчеркнул, что никаких дополнительных мер усиления безопасности в населенных пунктах пригородного района, где преимущественно проживают ингуши, в связи с этой потасовкой не вводилось. Ну и продолжаем выпуск. Сегодня по всей стране отмечают еще и День знаний. Школы и вузы вновь открыли двери для своих учащихся и студентов. Праздничные линейки прошли в Ингушетии. За парты сели 68 700 ингушских школьников, из них более 9 тысяч первоклашек. 3 месяца каникул позади. Это долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог, и тех, кто в очередной раз делает шаг по длинной, полной открытии школьной дороги. Первый школьный звонок прозвучал для новоявленных учеников 6-й Насыркордская школа, а также общеобразовательного учреждения детского сада номер 1 в Магасе, в котором смогут обучаться около 300 детей. Наши корреспонденты работали по всему региону. Слово Светлане Томовой. 1 сентября – это праздник начала нового учебного года прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Лев,
Скажи, пожалуйста, ты сегодня пришел в первый день. Ну Да. как тебе школа? Нормально, красиво. Книжки есть, всякие картинки в школе. Тебе здесь нравится? Да. Торжественная линейка, цветы, воздушные шары и первый звонок. Для 56 учащихся школы он во всех смыслах первый, ведь для них школьная пора только начинается. Ребята внимательно и с большим интересом наблюдают за происходящим вокруг. Я пришел сюда в школу, вместе со мной пришли мои друзья из садика. Я обещаю, что буду получать пятерки и радовать своих родителей. В садик-сказку я ходила, много знаний получила, как лепить и рисовать, как с детишками играть. Теперь я первоклашка, и этим я горжусь, учиться собираюсь на 5 и даже плюс. Сегодня все внимание школьников приковано к торжественной линейке, на которой самые главные виновники первоклассники раскрывают свои таланты. Свой первый день знаний они отмечают стихами и песнями. В этот день самых маленьких школьников сопровождают на учебу родители. Привести ребенка в первый класс для них большая ответственность. Мы так ждали этого солнечного дня с нетерпением. Считали дни, когда же мой ребенок пойдет в школу. Он изучил алфавит, буквы. Всем деткам хочу пожелать здоровья и больших успехов в их школьной жизни. Мы так готовились к этому мероприятию. У меня такое ощущение, как будто я иду в первый класс. Вы знаете. Ну а так вот ощущения очень самые приятные. Ребенок идет в школу, все это мы наблюдали, как она готовилась к школе, мы ее готовили. И поэтому, что здесь самое приятное, это когда у детей добрые такие, хорошие ощущения. И мы это все видим сегодня на линейке здесь. На торжественной линейке присутствуют и высокие гости. В этот праздничный день учителям желают оптимизма и терпения, а учащимся только хороших оценок. А первый зам руководителя администрации главы региона зачитал приветственный адрес от Юнусбека Евкурова. Все мы с вами знаем, что наше будущее республики и нашей страны в целом напрямую связано с образованием. Для дальнейшего движения вперед республике остро необходимы умные, инициативные и образованные люди. Поэтому руководство республики сегодня уделяет самое пристальное внимание развитию сферы образования. Особые слова благодарности выражаю всем уважаемым учителям за самоотверженную работу, за то, что, обучая детей, вы в каждого ученика вкладываете частицу своей души. Образование – это тот надежный фундамент, на котором строится благополучие страны. И именно поэтому хочется, чтобы подрастающее поколение могло получить глубокие знания, реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать настоящим патриотом нашей Родины. И вот долгожданный первый звонок, с которого начинается первый в этом году урок мужества и мира. Первоклассники садятся за новые парты и уже тянут руки, отвечая на вопросы учителя. А в это время старшеклассников собирают в актовом зале. Первый урок у них посвящен предстоящему 25-летию Республиканского территориального управления ФСБ и к столетию органов безопасности. Школьникам рассказывают о подвиге Героя России подполковника Алихана Калиматова, тем самым вновь напоминая, на кого стоит равняться и с кого следует брать пример. А путь к успеху лежит через знания. Должны взять все лучшее из того, что нам здесь дают. А школа требует труда. Труд – это большой труд. Здесь нужно утром встать, сделать зарядку и смотреть на часы, чтобы не опоздать 9 часов или 8 часов. Школа построена в прошлом году, но за парты в этот день многие сядут впервые. Просторные учебные и методические аудитории, классы, оснащенные современной техникой. Словом, все условия для полноценной учебы. Школа рассчитана на 410 учеников. Сейчас на данный момент здесь у нас учатся, набрали мы 256 учеников. Из них 3 первых класса. Учителей, преподавателей, педагогов мы набрали из лицея города Магас, из гимназии. Учителя у нас высококвалифицированные, знают свое дело. Детки, родители, когда узнали, что у нас будут эти учителя, уже у нас пошел наплыв.
Школа будет работать в одну смену. Первый звонок и перезвон колокольчиков как для школьников, так и студентов символизирует начало новой и интересной жизни. Главное, чтобы каждый из них смог найти свое место на этом корабле знаний. А я передаю слово своей коллеге Марине Муталиевой, которая находится в 6-й школе Насыркорта. Спасибо, Светлана. Да, мы действительно находимся в Насыркорте. И здесь сегодня отмечают сразу два праздника – День знаний и открытие новой современной школы. Более 700 учащихся впервые переступят порог этого учебного заведения. Дети, да и сами преподаватели в предвкушении нового учебного года. И это неудивительно, ведь скучные уроки отныне в прошлом. Для учащихся этой школы разработана особая программа, благодаря которой ребенок сможет развиваться всесторонне. Подробнее об этом нам расскажет директор школы Рукет Шаухалова. У нас есть спортивные секции, студия искусств, студия театра и так далее. На самом деле, сегодня, наверное, у каждого из нас возникло желание поучиться в такой замечательной школе. Огромное спасибо нашему руководству за такой подарок. Волнение директора вполне оправдано, ведь все организационные моменты праздника легли на плечи преподавательского коллектива. Каждый стих, выразительно прочитанный учеником, это ее маленькая победа. Сделать 1 сентября самым запоминающимся днем в школьной жизни ребенка – главная цель каждого учителя. Традиционные мероприятия позади. На свой первый урок опаздывать не стоит. Первоклашкам предстоит познакомиться с классным руководителем, с соседями по парте и с самой школой. Малышей провожают в классы, только за руку их берут теперь уже не родители, а первые учителя. Для Алимы Аздоевой это стало неожиданностью. На вопрос, почему расстроилась, девочка отвечает: Я хотела быть рядом с мамой. Преданные глаза первой школьной подруги и боевой дух товарищей все же взбодрили Амину. Мама может быть спокойна, школьница в надежных руках. Куда более уверенно чувствуют себя мальчишки, не успели непоседы зайти в класс, как тут же занимают места в последних рядах. Либо новая обстановка на них так действует, либо это врожденная жизнерадостность. Учителя по сей день задаются этим вопросом. С детишками мы уже познакомились. Очень хорошие, умные, воспитанные дети. Многие из них уже в подготовительных классах были, учились, поэтому их, в принципе, учить-то, как сидеть правильно, как держать спинку, как держать ручку, уже не нужно учить. Они соблюдают уже дисциплину, тишину. Есть детки, которые у нас только после дома, но тоже активные, как вы видите, очень умные, старательные. В дальнейшем я очень сильно надеюсь на то, что они все-таки возьмут все, что им преподается, все возьмут это и смогут использовать это со временем в жизни своей. Секции дополнительного образования теперь будут занимать большую часть времени школьников. Девочки будут шить и кроить, мальчишки строить, собирать и ремонтировать. Кабинеты оснащены специальным оборудованием, позволяющим воплотить в реальность мечту, развить в ребенке все его способности. Яркие и красочные кабинеты, большая уютная столовая, библиотека и вместительный спортзал впечатляют не только учащихся старших классов, но и первоклашек. Понравилась эта школа, потому что она большая, у нее 1,25 м. Есть верхний этаж, есть низкий этаж. А что в кабинетах ты видела? Я в кабинетах видела книжки, там все, Детям предложили поздравить друг друга с 1 сентября, и вот что из этого вышло. Поздравляю с 1 сентября. Ты тоже скажи. Поздравляю тебя с 1 сентября. С 1 сентября. Благодаря новой школе в Назрани разгрузили сразу несколько учебных заведений. Среди них 3-я, 5-я, 10-я, 11-я и 17-я школы. Одновременно решился вопрос и с двусменкой. Такому подарку радуются не только дети, но и их родители. Школа, вы знаете, впечатляет тем, что она, во-первых, очень красиво оформлена, очень красиво смотрится. Даже, знаете, как объект республики, находясь на федеральной трассе, просто замечательно смотрится, величием своим. Учащихся новой 6-й Насыркортской школы набирали, учитывая место проживания, чтобы детям было удобно добираться до школы. Всю идиллию нарушало лишь отсутствие пешеходного перехода. Всем известно, что на федеральной трассе очень оживленное движение, и переходить здесь дорогу детям не совсем
безопасно. Специально для этого предусмотрели светофоры, позволяющие остановить движение машин нажатием одной кнопки. Ну а после нужно только ждать, внимательно наблюдая за светофором. В течение нескольких минут машины останавливаются, и можно смело шагать домой после уроков или же наоборот на занятия. Ну что ж, остается пожелать школьникам и учителям плодотворной работы и хороших оценок в новом учебном году. Ну а я передаю слово своей коллеге Залине Магушковой. Она сейчас находится в Карабулаке. Спасибо, Марина. А в Карабулакской гимназии сегодня первый звонок прозвенит благодаря Исмаилу Хамхоеву. Он сегодня пошел в 1 класс. Скажи, Исмаил, готов ли ты к школе? Да! Будешь ли хорошо учиться? Буду! Ну а мы желаем тебе только удачи. Не каждому первокласснику выпадает честь позвонить в школьный колокол, и это возможность как залог отличной учебы перед всеми. Чистые тетради откроют в этом году в гимназии около 1200 детей. Из них впервые за школьными партами окажутся 150 первоклашек. Зажигательной лезгинкой, пока еще неловкими движениями первоклассники отмечают вступление в новый для себя период жизни. Чаще всего в школу сопровождают детей мамы. Стереотипы ломает Беслан Хамхоев. Сегодня молодой отец провожает в 1 класс пока еще единственного школьника семьи. Казалось бы, все как обычно, взял за руку и привел. Однако сегодня для него все оказалось очень волнительным. Для меня, как и для любого родителя, это очень такой волнительный день и очень ответственный период, как и для самого ученика, сына моего, так и для меня. Поэтому, я сам себя помню, 15-16 лет назад я тоже, как и многие другие мои сверстники, окончили школу. Наверное, мои учителя меня помнят еще, учился я неплохо. Впрочем, все взрослые на этом празднике невольно погружаются мыслями в свои школьные годы, несмотря на то, как давно это было. Воспоминания об учебной поре не забываются. Белой завистью завидую нашим первоклашкам. Вспомнил свою молодость, свои школьные годы. И я, учась в школе, стремился всегда быть первым и по знаниям, и в спорте, и активистом был. И сегодня желаю всем ученикам, всем первоклашкам, и другим ученикам стремиться быть первым. Я закончила эту же гимназию города Карабулак в 2008 году, и каждый год 1 сентября у меня бывает такая ностальгия, потому что я вернулась в свою родную гимназию уже в качестве педагога, и теперь я очень хорошо понимаю, что значит быть педагогом. Я понимаю, сколько труда вкладывает каждый педагог в своего ученика. Хочется каждому ученику пожелать успехов и только пятерок на моих уроках. Вот спешим мы в 1 класс, крепко за руки держась. Так хочется скорее узнать, с кем сядем мы за парт. На линейке, как правило, от новеньких в школе звучат первые заученные стихи. И пусть сегодня кто-то не выговаривает букву «Р», а то и шипящие, здесь они в течение 11 лет научатся многому. Вместе с первыми учителями для них книжные тексты под картинками наконец примут свои смысловые очертания. А ребята постарше делятся советами. У них за плечами уже определенный школьный опыт. Я готова к школе, я настроена уже на учебу. Хочется с каждым днем получать все больше знаний. И я бы хотела пожелать всем первоклассникам, и всем учащимся гимназии, чтобы они все, что могли, вкладывали в учебу, потому что это очень важно. Учеба – это будущее, учеба – это свет. За 3 месяца летних каникул я соскучилась по преподавателям, по одноклассникам, по своим друзьям. Но вот настала эта школьная пора, и я, конечно, рада. Для кого-то эта линейка может быть и первая, но для 74 выпускников гимназии первый звонок почти как последний. Финишный учебный год пролетит очень быстро, а преподаватели не позволят воспитанникам потерять впустую ни минуту. Прямо у входа в гимназии есть стена, заполненная дипломами и грамотами. Это говорит о больших успехах учеников этой гимназии и ее преподавательского состава. А насколько они спешат к знаниям, очевидно с первого взгляда, потому как сразу после первого звонка ученики уже разбежались по кабинетам на свои первые уроки. А я передаю слово своему коллеге Тамерлану Хамхоеву, который отмечает День знаний в городе Малгобек.
Спасибо, Залина. Да, действительно, сегодня в городе воинской славы поистине праздничная атмосфера. Новая третья школа распахнула свои двери перед первоклассниками. Сегодня они будут проходить и уроки мира, и, разумеется, праздничную линейку, посвященную Дню знаний. Организаторы постарались по максимуму передать всю атмосферу этого праздника, и, разумеется, это у них получилось. 133 первоклассника в нарядных костюмах и с портфелями наперевес ловят каждое слово, которыми старшие провожают их в школьную жизнь. 1 сентября – праздник для всех, а когда День знаний еще и совпадает с другими праздниками, эмоции приятнее вдвойне. С этими словами и обращается директор школы к своим подопечным. Вы пришли первый раз в школу, ребята. Смотрите, сколько дат у нас. 25 лет Ингушетии в этом году. 55 лет нашей школе будет в октябре этого года. И 10 лет присвоения города-героя к городу Малгобеку. Ровно 10 лет. Следующие 11 лет эти ребята будут впитывать знания и от учителей, и от своих старших товарищей. Наставить первоклашек и привить им тягу к знаниям – еще одна задача, которая стоит перед старшеклассниками. В числе гостей сегодня и глава администрации города. Шарпудин Мамилов также не упускает возможности обратиться с советом к ребятам и отметить важность учебы. Кому-то больше нравятся гуманитарные науки, другие предпочитают точные. Но учиться на пятерке необходимо по каждому предмету и не только по любимому. Для детей 1 сентября всегда останется в памяти, особенно для наших первоклассников, которые сегодня впервые идут в школу. Я бы хотел пожелать вам, чтобы с первых дней, с самого 1 сентября, успехами вы радовали своих родителей, радовали своих учителей. А вот теперь слово самим первоклашкам. Перед такой большой аудиторией юные школьники выступают впервые. Волнение, конечно, не скрыть, но они с ним справляются. Здравствуй, осень, здравствуй, школа, здравствуй, наш любимый класс. Химия, физика, алгебра и астрономия. Эти предметы ребятам предстоит выучить еще не скоро, а пока у них в приоритете другие, не менее интересные. Мне очень нравится в школе. Я сейчас со своей подружкой Хавушкой иду в 1 класс. Я учусь в 5 классе, мне нравится эта школа. Она очень интересная, там кабинеты очень красивые, там кабинеты очень большие, новые школы. Мне это нравится, школа новая. Школа дикие, хочу начать новые предметы герой. Новая школа хозхайцун. Но нас очень учителя встречают. А вот и кульминация. Первый звонок от лучшего учащегося школы и самой юной первоклассницы. Этот звук станет сигналом к началу открытия для ребят большого мира знаний. Ну и, разумеется, уроки мира. Здесь учащиеся начальных классов получают все необходимые знания о мире и обо всем, что с ним ассоциируется. Такие занятия проводятся во всех школах страны перед началом других уроков. Самое главное, чему здесь учат, сохранение мира на земле. Этот принцип ребята быстро усвоили. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. Внимание, дети! Общероссийскую акцию по таким названиям провели сотрудники ГИБДД Республики совместно с представителями Назрановской районной администрации. Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее. С таким посылом организаторы вновь обратились к водителям. Проблема дорожной безопасности на сегодня стоит как никогда остро. Тем более со стартом нового учебного года, как правило, растет число ДТП, в которых страдают дети. Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили водителям о последствиях пренебрежения ПДД, особенно это касается детей, которых перевозят без специального удерживающего устройства или не пристегнутыми. Абукару Измайлову, у которого ребенок инвалид первой группы, сотрудники госавтоинспекции подарили детское автокресло. Общественность, для своей безопасности. Хочу подчеркнуть, что в первую очередь мы должны уважать друг друга как участники дорожного движения, особенно обращать внимание, сейчас начинается новый учебный год, на дорогах будет очень много учащихся, и поэтому
у меня просьба быть бдительными и внимательными на дорогах водителей, которые управляют данным транспортными средствами. А между тем продолжается подготовка к программе «Диалог с народом». На сегодняшний день в колл-центр поступило уже более 150 обращений. Вопросы разного характера. От асфальтирования дорог, устройства детей в садик до личных и самых актуальных касаемо трудоустройства, жилья и материальной помощи. Звонки поступают в основном от взрослого контингента. Молодежь чаще всего обращается через социальные сети. Вопросы после диалога передаются к главе региона. Чтобы помочь в решении проблемы, вопросы необходимо конкретизировать. У жителей есть возможность не только обозначить саму проблему, но и предложить пути ее решения. Вопросы разного характера, но по-прежнему остаются актуальные темы жилья, трудоустройства, материальной помощи. Вопросы со школы, касательно школ, их стало намного меньше. Вот, после совещания, которое провел Юнусбек Маматгиреевич, действительно прям резкий спад. Вот. А теперь, в принципе, есть интересные вопросы, очень такие, которые, я думаю, может быть, действительно стоит будет показать в эфире. Это такие, как, допустим, вот один мальчик очень мечтает, он познакомиться с Юнусбеком Маматгиреевичем, потому что очень интересуется его такой, знаете, военной биографией, тоже хочет стать военным. В субботу состоится матч 7-го тура первенства профессиональной футбольной лиги зоны Юг. Наш «Ангушт» встретится с командой «Спартак» из Нальчика. Ну а накануне они провели тренировку на стадионе имени Рашида Аушева. Репортаж Зелимхана Калоева. На поле сегодня весь состав «Ангушта». Уже в субботу команде предстоит встретиться со «Спартаком» из Нальчика. Матч 7-го тура первенства ПФЛ зоны Юг. Прошедшая игра с черноморцем выдалась захватывающей. На протяжении всего матча «Ангушт» доминировал. 3 гола в ворота соперника и ни одного пропущенного мяча. Обе команды вышли на поле в оптимальных составах. Предстоящий матч как бы чуть принципиальный для нас. Как-никак кубки мы чуть уступили в дополнительное время. А так дома надеемся выиграем все равно. Домашние стены, все помогает. Футболисты готовы к игре. Тренер который раз напоминает самое главное — сплоченность команды. А победа сама придет. Соперник у клуба серьезный, но и «Ангушт» ни в чем ему не уступает. «Спартак» Нальчик довольно-таки известная команда, известный клуб. В прошлом году они играли в ФНЛ. Неудачно у них сложился сезон. Ясно, что это очень сильная, крепкая команда. Ну, естественно, мы с ними встречались, и в ФНЛ мы встречались, и во втором дивизионе играли. Магомед Албаков ярый фанат «Ангушта». Несмотря на свой юный возраст, за команду болеет уже несколько лет. Магомед признается, что стать хорошим футболистом и войти в будущем в команду «Ангушт» — его мечта. Я люблю футбольный клуб «Ангушт» и мечтаю быть игроком футбольного клуба «Ангушт». Мой самый любимый игрок из этой команды — Хатблат Хамхоев. В настоящий момент «Ангушт» располагается на 3-м месте турнирной таблицы по ФЛ зоны Юг с небольшим отставанием от команды «Краснодар-2» и «Армавир». Но самая большая мотивация для игроков — это, конечно, поддержка болельщиков, которые даже на выездных матчах не пропускают ни один турнир. Настрой боевой, подготовка на высоте. Уже 2 сентября в 16:30 на стадионе имени Рашида Аушева «Ангушт» встретит гостей из Нальчика у себя на поле. Без сомнений, заявка на бескомпромиссный матч. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.